Первая гора, первая моя высота, скажем, это хребет Бандук, естественно, потому что с малолетства мы детьми были, увлекаясь своими детскими такими планами, там пойти туда, пойти сюда и так далее. Мы поднимались и поднялись на саму вершину хребта Бандук. Без снаряжения, без всякого. Ну, это мы детьми когда были. Это такой вот, знаете, вот небольшая такая высота, всего лишь 1870 чем-то метров. И на этой вершине, она, знаете, не обязательно бывать на Эльбрусе, на Эвересте. Для кого-то достаточно подняться на этот хребет Бандук и получить тот всплеск эмоций, который иногда всю жизнь человек идет. Она доступна, она невысокая гора, хребет. На сенокос люди туда ходили, туда и женщины поднимаются, но какие виды там открываются. Горы не нужно побеждать. Они такая же часть мира, как и люди. Побеждать нужно себя. Поднимаясь на определенную высоту, я видел мир, я видел окружающие горы, белоснежные вершины, доселе неизвестные мне горы, и видел даже Казбек. В то время дед его называл Башлам. Желание подняться на ту или иную вершину, гору, пойти в какое-то доселе неизвестное мне ущелье, это была цель. На вершине горы, где воздух свеж и прозрачен, а мир простирается перед нами, как бескрайнее полотно, радость от восхождения наполняет сердце. Мне всегда казалось, а что находится за этой горой? Как называется эта гора? Что на этой горе? Вот это вот простое детское любопытство, оно во мне устраивало конкретный фундамент. И во взрослой жизни я пришел к выводу, что я в жизни осуществляю свои детские мечты. Детские мечты попасть на ту гору, на другую, посмотреть, что за этой горой, побывать именно в этом ущелье или в другом ущелье. Отчасти мечты мои сбылись. Брать вершины очень просто. Надо только все время идти вверх. Горы для меня тоже что-то очень важное, что-то очень... Это такой индикатор моего состояния и душевного, и физического, и в этом смысле я могу сказать, что я тоже горы люблю. Когда ты стоишь на пике, ты понимаешь, что высшей награды за это получить невозможно. Это передать очень сложно, это нужно видеть. Я вырос в Шатойской котловине, и для нас, для этих мест характерно вот эти вот альпийские луга. Это Бандук, это чуть-чуть ущелье, это чуть-чуть лес, это чуть-чуть горные луга, это, наконец, кавказская карликовая береза. Чему ты восторгаешься? Вот каждому дереву, каждому цветку у тебя восторг. Это какая-то тяга к красоте, и эту красоту надо чувствовать сердцем. Свет солнечных лучей пробивается сквозь деревья, заливая все вокруг золотым летним сиянием. Остановившись на мгновение, ощущаешь, как тело наполняется энергией, а душа вибрирует в унисон с окружающим миром. Звуки природы, шелест листьев, трели птиц создают симфонию, отзывающуюся в каждом уголке сердца. Горы – это, конечно же, это величайшее создание Аллаха, это прекрасные пейзажи, это вершины, снежные вершины, чистые реки, родники. То есть это что-то такое невообразимое, это, в принципе, даже, наверное, словами невозможно описать. Это надо только самому почувствовать это. Не просто там проехаться на автобусе туристическом, не просто там пробежаться, а просто пойти, подышать, посидеть, увидеть, почувствовать. И тогда вот действительно можно, я думаю, что любой человек может влюбиться в горы. Горы, они объединяют. В горах ты лучше узнаешь человека. В альпинизме, в скалолазании мы доверяем своей жизни человеку. Восхождение становится не просто физическим испытанием, а настоящим путешествием вглубь себя. Достаточно рано утром увидите рассвет на горе Эльбрус. Это действительно
дорогого стоит. Люди встречают рассвет рано утром, встают, выходят на окраину селения или поднимаются куда-то, встречают рассвет. А вот на склоне горы Эльбрус встречать рассвет – это очень интересно. У китайцев есть поговорка: «Не поднимешься в горы, не узнаешь высоту неба. Не спустишься в бездну, не узнаешь толщи земли». Каждый подъем – не просто физическая нагрузка, а путешествие в мир собственных границ и возможностей. Я поступаю на факультет физического воспитания в ЧИГУ и тут же записываюсь на секцию горного туризма. Очень много действительно талантливых спортсменов, альпинистов вышли из стен нефтяного института. К сожалению, сегодня нет там секции альпинизма, но вот эти старые традиции, действительно, они хорошие были. Стоило бы возродить. Летом 80-го года я уже работаю инструктором на турбазе Грозной, водил всесоюзных туристов. Успех – это не только достижение цели, но и мудрость, терпение в моменты неудач. Сегодня, мне кажется, альпинизм, он сродни интеллектуальным видам спорта, да, именно шахматам, не мордобою, не каким-то единоборством, а именно шахматам, потому что тебе нужно рассчитывать каждый свой шаг, чтобы удачно взойти и удачно вернуться. Тебе нужно рассчитать все до граммов питания, да, калорийного, полезного, питательного, до того, что твоя физическая подготовка, твое физическое состояние тебе позволяет взойти на ту или иную вершину. Поэтому это, безусловно, вид спорта. И это очень интеллектуальный, очень грамотный спорт, который сегодня должен быть, в том числе в Чеченской Республике. Вертикаль 25 тысяч – это был проект, посвященный победе в Великой Отечественной войне. И идея принадлежала Джамлайлу Бугаеву и Рамзану Баканаеву. Она состояла в том, чтобы подняться на разные вершины, в сумме которые составили бы 25 тысяч. Поэтому он называется «Вертикаль 25 тысяч». И, в общем-то, поднялись на разные вершины в разных странах, в разных уголках мира, так скажем. И в России это Эльбрус, Казбек, а за рубежом это Димовент, это Арарат и Монблан во Франции. Этот проект мы осуществили, и первая наша гора чеченских альпинистов, впервые в истории нашего народа восхождение на такую знаковую вершину, как Арарат, 5137 метров. После восхождения на гору Арарат мы уже на следующий день выезжаем в Иран, проехали ровно 1000 километров до Тегерана, и мы у подножия горы Демавент. Гора очень интересная, это действующий вулкан, высота 5671 метр, это выше Эльбруса. И вот мы поднялись и на эту вершину Демавент в рамках программы «Вертикаль 25 тысяч». Конечно, это я бывалый по тем временам, скажем, альпинист. Это действительно за одну неделю две такие крупные, серьезные вершины, и между ними 1000 километров переезд. Это могли только мы сделать. Мы реализовали данный проект, мы были номинированы на Всероссийскую премию «Хрустальный глобус» в рамках данного проекта. Идея была коллегиальная, общая. Руководителем проекта был Рамзан Баканаев, мой наставник, мой учитель. Когда, наконец, над горизонтом появляется вершина, чувства переполняют. Это не просто триумф. Это победа над собственными сомнениями, страхами, над той частью себя, которая не верила в успех. В этом восхождении к высотам открывается
новая жизнь. Рамзан Баканаев является альпинист со стажем, один из корифеев и один из старожилов данного вида спорта на территории Чеченской Республики. К сожалению, в республике альпинистов старой школы ныне не осталось, многие уехали за пределы, некоторые ушли в мир иной. Рамзан, как мы знаем, продолжает деятельность, очень активно ходит в горы, сегодня является специалистом в Аргунском заповеднике, продолжает эту деятельность, обучает молодежь, делится своим опытом. У нас каждое восхождение это был праздник, и самое главное, что вот сама команда, которая этим занималась, эти люди, вот Рамзан Баканаев, это профессиональный альпинист, спортсмен, человек буквально влюбленный в горы, это Джамлайл Бугаев. И важно было то, что мы все доверяли друг другу, мы все чувствовали плечо друг друга, чувствовали, что в какой-то сложный момент, а в горах таких моментов очень много, что каждый из нас придет на помощь друг другу. Это очень было важно. И самое главное, конечно, профессионализм Рамзана Баканаева, его умение правильно действовать в любых самых сложных ситуациях, умение правильно выбирать стратегию подъема, тактику подъема. Конечно же, это нам все помогло. То, что касается альпинизма, то это уже даже не только любовь, но это уже болезнь, с которой очень сложно справиться. Она остается на всю жизнь. Наверное, я не ошибусь, если скажу, что каждый альпинист, поднимаясь на ту или иную вершину, испытывает определенные проблемы, трудности, сложно идти, и он, на чем свет стоит, проклинает весь этот мир, наверное. И для каждого альпиниста это последняя вершина. Но, тем не менее, спускаясь вниз, на равнину, он планирует уже новую вершину. Он еще домой не приехал, он уже планирует новые вершины. Восходя на вершину горы, человек сталкивается не только с физическими испытаниями, но и с внутренней борьбой. Горы закаляют характер, дают спартанское воспитание и, конечно, учат разбираться в людях. Сложные горы, сложные вершины, там, где трудно, там, где опасно, это, конечно же, проверка человека на силу его духа, на его физическое состояние. Это проверка сплоченности, допустим, команды, которая поднимается. Это проверка твоих друзей, товарищей на, скажем, вшивость. Горы ошибок не терпят, горы ошибок никому не прощают. Поэтому в горах нужно быть максимально мобилизованным. И гор не нужно бояться, но горы нужно знать. Нужно знать, как ходить по тропам, нужно знать, что в горах есть опасность. В альпинисты или в скалолазы не идут по незнанию, не зная этот вид спорта. Мы-то в любом случае сегодня, как возглавляя клуб альпинизма и горного туризма, мы выходим на тренировки, на скальной тренировке на Терский хребет, вывозим молодежь, и им это нравится. Они первый раз одели каски, обвязки, пристраховались, их кто-то страхует, и они лезут на скальный участок, там, скажем, метров 15. Это новые ощущения для молодежи. Преодолевая преграды, человек учится ценить усилия, прилагаемые для достижения мечты. Исходя из своей зоны комфорта, он исследует мир не только снаружи, но и внутри себя. Я думаю, что это был хороший проект, и как-нибудь надо что-то такое повторить. Надо уже называть не вертикаль 25 тысяч, а вертикаль 50 тысяч. Что-нибудь такое вот интересное организовать. Я с удовольствием в этом приму участие.
стараюсь передать свой опыт подрастающему поколению, подрастающей молодежи, которая окружает меня. Рекомендую им те или иные горы. И под моим руководством они также проходят определенные маршруты, поднимаются на определенные вершины. Сегодня мы планируем более реальные цели. Это одна из высочайших вершин Чеченской Республики – Диклос. Диклос – это мы планируем также 3 вершины Южного Дагестана. Ну и, естественно, Эльбрус, Казбек, как знаковые вершины. Мы также не сбрасываем со счетов. Мы как чеченцы, как нохчи, безусловно, любим горы с огромным трепетом и с огромной любовью ходим в горы и пытаемся данные навыки, данные знания передать молодому поколению. Альпинизм – это не только спорт, это образ жизни, заставляющий ценить каждый миг. Сложные решения, командный дух и борьба со стихией формируют и закаляют характер. Стоя на пике, ты понимаешь, что каждая минута была достойна усилий, и каждая трещина в скале – часть твоей истории. У каждого человека должен быть свой интерес, своя цель какая-то. У каждого человека должна быть своя вершина, к которой он, пусть даже всю жизнь, но идет к своей вершине, к своей цели. Даже если он не в состоянии дойти, пусть он упадет по направлению к своей цели.